Парад. Равняй. Мирно. Равнение на середину. Товарищ глава Республики Коми, парадные расчеты Сыктывкарского гарнизона для парада в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне построены. Командир войсковой части 5134, полковник Шерло. Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети войны, узники концлагерей, дорогие жители Республики Коми и гости нашей столицы, уважаемые товарищи солдаты, матросы, старшины, сержанты, мичманы, прапорщики, офицеры и генералы, поздравляю вас с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Ура! Вольно! Парад! Смирно! Торжественному маршу! Поротно! На двухлинейных дистанциях. Знаменная группа прямо. Остальные направо. Равнее направо. Шагом. Марш! Государственный флаг Российской Федерации несет капитан Глушко Олег Витальевич, его ассистенты капитан Васечкин Евгений Владимирович и старший лейтенант Синицкий Николай Викторович. Почетное право нести знамя победы предоставлено капитану Кулебякину Павлу Евгеньевичу, его ассистенты лейтенант Еремин Иван Анатольевич и лейтенант Смирнов Николай Викторович. Знамя 28-й Невельской краснозаменной стрелковой дивизии несет старший лейтенант Рухтин Артем Сергеевич и его ассистенты старший лейтенант Пикужак Айрат Юрьевич и лейтенант Витюк Иван Васильевич. Перед трибуной проходят юнармейцы средней общеобразовательной школы номер 25 имени Вячеслава Малышева, воспитанники регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Парадный расчет возглавляет начальник штаба регионального отделения Алексеев Дмитрий Михайлович. На площадь выходит второй парадный расчет юнармейцев, учащихся средних общеобразовательных школ номер 1, 21, 36 и 38 города Сыктывкара. Возглавляет парадный расчет член штаба местного отделения юнармии, ветеран Афганистана Дмитрий Легентьевич Карпов. Местное отделение юнармии города Сыктывкара объединяет 137 юнармейских отрядов и насчитывает более 3300 юнармейцев. Девицы юнармейцев, если не мы, то кто? На площади выйдет отдельный авиационный класс средней общеобразовательной школы города Сыктывкара номер 12 имени Олега Кочевого. Возглавляет парадный расчет педагог-организатор ОПЖ Гриканов Николай Николаевич. Кадеты свято чтят традиции отцов и дедов, традиции малой родины Республики Коми и Российской Федерации. Девиз кадетов «Живу в России и горжусь этим». Хорошо. На площади студенты Сыктывкарского медицинского колледжа имени Ивана Павловича Морозова, одного из старейших учебных заведений Республики Коми, которое открылось в 1930 году. Колледж сегодня – это кузница кадров специалистов среднего медицинского звена. Это качественное образование, востребованные выпускники на рынке труда.
Для прохождения торжественным маршем на площадь уходит военнослужащий Центра подготовки личного состава войск Национальной гвардии Российской Федерации. Право нести знамя Центра предоставлено лейтенанту Шошеву Ивану Александровичу, его ассистенты капитан Бауэр Павел Геннадьевич и капитан Гущин Степан Сергеевич. Боевое знамя личному составу было вручено в июне 2009 года. На полотнище знамени изображен герб Республики Коми. Выпускники Центра принимали участие в боевых действиях на территории Северокавказского региона и с честью выполняли свой воинский долг. Высокого звания Героя Российской Федерации посмертно был удостоен сержант Леонидов Александр Николаевич и уроженец Республики Коми, младший сержант Кузьмовский Александр Юрьевич. На площади отряд мобильный особого назначения управления гвардии по Республике Коми. Колонну возглавляет полковник полиции Жданский Иван Васильевич. Отряд мобильный особого назначения в составе Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации надежная опора и защита каждого. Отряд не раз выполнял самые сложные и ответственные задачи по защите наших граждан от террористических и вооруженных угроз и способен действия в любых ситуациях. На Степановской площади парадный расчет Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Коми. Подразделение главред подполковник внутренней службы Олейников Эдуард Александрович. Почетное право нести знания предоставлено капитану внутренней службы Георгию Викторовичу. Торжественным маршем проходит парадный расчет сотрудниц управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми, который с честью несут службу, выполняя сложные и ответственные задачи, вносит весомый вклад в дело исполнения уголовных наказаний. На площади сводит парадный расчет сотрудников строительных учреждений и управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми, который твердо стоит на защите интересов граждан, общества и государства, обеспечивает законность и правопорядок. Торжественным маршем проходит расчет управления Федеральной службы судебных приставов России по Республике Коми. Руководит парадным расчетом средней юстиции второго класса Коновалов Игорь Анатольевич. В парадном расчете принимают участие судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов, в ряд которых участники боевых действий, имеющие правительственные награды. На площади парадный расчет Коми региональной общественной организации ветеранов десантных войск «Союз десантников». Возглавляет расчет ветеран боевых действий Юрий Беляцкий. Ветераны ВДВ, святость, память о боевых подвигах героев Великой Отечественной войны являются достойными наследниками традиций. Более 200 десантников Республики Коми награждены боевыми орденами и медалями. Ветераны-десантники живут по принципу «Никто, кроме нас». Торжественным маршем на Степановской площади идет подразделение Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Коми. Возглавляет колонну начальник управления полковник Капустин Леонид Анатольевич. Многие из сотрудников Главного управления, участвующих в сегодняшнем параде, награждены государственными наградами за героизм и мужество, проявленные в ликвидации пожаров и стихийных бедствий. Только за 2018 год пожарно-спасательными и аварийно-спасательными подразделениями проведено более 3000 аварийно-спасательных работ. Спасено свыше 900 человек. В торжественном прохождении принимает участие военная техника добровольного общества содействия армии, авиации и флота России. Во главе колонны проходит легендарная «Катюша» — система залпового огня на базе автомобиля «Урал-ЗИС». В годы Великой Отечественной войны десятки тысяч членов Росавиахима без отрыва от производства прошли обучение в этой организации. Республиканским обществом для фронта были подготовлены более 25 тысяч специалистов военного назначения. Работники и активисты Казахстана сегодня продолжают качественно выполнять государственные задачи по обучению специалистов для вооруженных сил, подготовке молодежи к труду и защите Отечества. Деятельность оборонного общества по праву можно назвать школой мужества, патриотизма и мастерства, славные традиции оборонно-массовой патриотической организации.